началось. Эти сны, эти вроде бы случайные неудачи, когда все так хорошо. Что это? Начало полосы невезения? Каждый из нас хотел чего-то добиться в жизни. Мы были молоды, тщеславны и считали свое дело более важным, чем то, что делал другой. И мы добились своего. Так что же, нет виновных? Замолчи. Хватит. Все это финал 4-го акта. Здравствуй, Заур. Привет, Гиго. Как жизнь? Ничего. Как сам? Нормально. Спасибо тебе. Ты о чем? Спектакль твой смотрел. Ну и как? Слушай, потрясающая девчушка. Где вы ее нашли? Это долго рассказывать. Понял. Я у тебя отнимаю время, Заур, извини. Ну что ты? Прошу тебя, почитай мою повесть. Для меня важно твое мнение. Ты знаешь, позвони как-нибудь. Она у меня с собой, Заур. Сейчас, одну минутку. Общий привет. Здравствуй. Привет, Заур. Мария, ты все хорошеешь. Ну что ты? Вот, держи. Откопал в букинисте. А для тебя у меня кое-что есть. Вот рецензия из Москвы. Ну, а это письма твоих поклонниц. Не понимаю, Заур, что в тебе находят женщины? Сам удивляюсь. Хотя я сама когда-то... Молчи. Молчу. Молчи. Молчу. Подпишите, пожалуйста. С удовольствием. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Привет. Поздравляю. Спасибо. С чем, если не секрет? Почитай на последний. Привет, Заур. Доброе утро. Цикл обрел зрителя. 6-й документальный спектакль студии. Проходят портреты наших современников, без прикрас, по всей сложности жизненных ситуаций. Интересная форма. Хочется пожелать фото, так. А что здесь интересного? А ты зазнался. За это действительно неинтересно. Дежурная трескотня. Какие мы скромные. Скромный зазнайка. Это что-то новенькое. Ты в снах что-нибудь понимаешь? Что, стал суеверным? Нет, опять карабкался на скалу. Забрался? Нет, сорвался. Использую в очередной пьесе. Алло? Да. Тебя. Да. Сейчас? Хорошо, иду. Пока. Ясно. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Входи, входи. Газету читал? Читал. Льстит? Нет. Прости, но не верю. Во всяком случае, поздравляю, хотя приглашал не для этого, прошу. Мы получили много писем после показа первой серии. Отзывы в основном хорошие. Спектакль многих взволновал.
Но не кажется ли тебе, что некоторые сцены во второй серии нужно смягчить? Боюсь, они вызовут нежелательную реакцию. Не понимаю. Ведь отзывы хорошие. Да. Но есть и такие. Автор, очевидно, не подозревает, какую боль причиняет людям, пережившим подобную историю. Но самое главное заключается в полной бессмыслице подобных постановок. Ничего в свершившихся судьбах они уже не изменят, а лишний раз напоминать людям о пережитом, по меньшей мере, жестоко. Телеспектакль — невыдуманная история, серьезная неудача и автора, и студии. Да. А не кажется ли вам, что причиной ваших постоянных конфликтов является обыкновенный человеческий эгоизм? Да-да, эгоизм. У вас было время обдумать ваше окончательное решение. Я его менять не собираюсь. А я тем более. Жаль. У вас есть вопросы? Нет. У вас? Нет. Приведите девочку. Сюда, пожалуйста. Леночка, подойди ближе. Скажи, с кем бы ты хотела жить? С папой или с мамой? И с папой, и с мамой. Лена. К сожалению, так нельзя. Ты должна сделать выбор. Можно. Можно. Леночка, скажи, можно. Стоп! Стоп, стоп, всем стоп. 5 минут перерыв. Что с ней? Так хорошо играла до этого. Садись. Ну что с тобой, Леночка? Забыла текст? Почему ж ты его не произнесла? Ну, хорошо. Скажи мне, Леночка, ты ведь хочешь, чтобы мама, папа и ты всегда жили вместе? Да. Ну, вот видишь. Так почему ж ты не сказала это слово «можно»? Забыла? Я не забыла. Странно. Почему же ты не сказала? Тишина в павильоне. Ну что это такое? Леночка, для меня очень важно знать, почему ты не сказала это слово. Ну хорошо. Как зовут твою маму? А то ты к нам все с бабушкой ходишь. Кстати, где бабушка? На базар побежала. А, как зовут твою маму? Зина. Так.
А папу как зовут? Опять забыла? Ну, это уже никуда не годится. Ну, ты что, может, волнуешься? Ну, что ты молчишь? Как зовут папу? Он не живет с нами. Как не живет? А где же он? Они разошлись. Извини. Извини, пожалуйста. Извини. Алана, что если нам перекроить эту сцену? Понимаешь, ситуация очень необычная. Послушай, Заур, Девочки, это наша третья совместная работа. И каждый раз одно и то же. Ну так нельзя, понимаешь? Ты хочешь все время перекраивать во время съемок. Я так не могу. Я должен доверять твоему материалу абсолютно. И актеры, между прочим, тоже. И, следовательно, зритель тоже. А иначе работа теряет всякий смысл. Все, приготовились к съемке, все по местам. но ты понимаешь, Я прошу тебя, больше ни слова. Все, Ай, по местам. Приготовились? Леночка, дорогая, если бы ты так заплакала во время съемок. Ну что, попробуем? Внимание! Мотор? Есть мотор. Кадр 67, дубль 10. Начали. С кем бы ты хотела жить, Леночка? И с папой, и с мамой. К сожалению, так нельзя. Говори, Лена. Говори. Скажи, можно. Ну, Лена. Стоп! На сегодня все. Убеждена. Это написала документальная героиня твоей новой пьесы. Забыл о ней? Люся, Да. И что ты собираешься предпринять? а ничего. Почему я должен что-то предпринимать? Я ее видел последний раз года 3 назад. Помнишь? Она написала мне письмо с наивной просьбой сохранить их разрушающуюся семью. Это пьеса по мотивам ее дневника. Вот она и мстит тебе. Почему? Ты даже не поставил ее в известность. А если она узнала в ней себя? Это причинило ей боль. Это литературное произведение, в котором много домысла, авторского обобщения. Странно, что это необходимо доказывать тебе. Странно. Заур, ты должен обязательно с ней встретиться. А если это не она написала? Не имеет значения. Так может, ты прикажешь немедленно ехать к ней? Ну, это дико. Почему я должен заниматься этой девчонкой? Ну, хорошо. Бедная Леночка. Вам не надо было брать ее на эту роль. Мы ничего не знали. И потом, как на это посмотреть? Мы искали исполнительницу, она подошла больше других. А профессионализм, знаешь ли, требует иного подхода. Но не к детям. Возможно. Люсино училище. Я загляну. Ну что? Ее нет здесь. Я немного сглупил. Позвонил ей домой, мать встревожил. Я отвезу тебя в театр, а сам попробую поискать. Где?
Кажется, совсем недавно виделся с ней. Худенькая шестиклассница. Отличница. Необычно серьезное выражение глаз для ее возраста. И вот, пожалуйста, занятия пропускает. Учится плохо. Да. Нам надо серьезно поговорить. Люся, мне это надоело. Терпеть не могу эти заумные разговоры. Марат! Иди сюда! Банальная ситуация. Сейчас я подойду к ней и скажу: «Привет, Люся. У тебя какие-нибудь неприятности?» А она мне ответит: «Не ваше дело». Что прикажете тогда делать? Здравствуй, Люся. Что случилось? Не ваше дело. Не очень-то вежливо с твоей стороны. Пойдем. Поговорить надо. Никуда я не пойду. И оставьте меня. Не глупи. Люська, это что, твой дедушка? Нет, это ее новый ухажер. Ты сиди. Я не узнаю тебя, Люся. Я вас тоже. И что вы все вмешиваетесь не в свои дела? Почему вы не пишете пьесы о себе и Азе? Все знают, что вы живете уже 3 года, и все об этом только и говорят. Вам-то что, вот Азе? Но это уже слишком. Да что вы? Я грубо вторгаюсь в вашу личную жизнь? Вы так выражаетесь в ваших пьесах? Простите, я не подумала, что вам это будет не очень приятно. Так. Это ты написала письмо редактору? Да, я. Люся, зачем ты это сделала? Объясни. Может, я в чем-то был неправ, но ты просила помочь. Я написал пьесу. Поверь, это была единственная форма. Лучше бы вы ничего не писали. И лучше бы не было этой вашей пьесы. Здравствуй, Заур. Здравствуй, Гиго. Я звонил тебе, телефон не отвечал. Опять барахлить, наверное. Да. Ты не забыла о моей просьбе? Ну что ты? Тогда я могу взять сегодня это с собой, но прочту не раньше, чем на следующей неделе.
Работы по горло. Да-да, я понимаю. Здравствуй, Заур. Здравствуй. Здравствуй. Ты позвони мне, ладно? Хорошо. Ага. Пока. Как дочь? Да, все так же. Ты извини, я все еще не позвонил насчет лекарства. Да ничего, ничего. Привет. Здравствуй. Ну что, будем сегодня работать? Да. Я не смог заехать, извини. Кофе еще не остыл. Извини, Азочка. Может, поужинаем сегодня где-нибудь? После 11? Я скажу Алану, мы закончим раньше. Нет причины. Ты чем-то расстроена? Прости, у меня сейчас будет сложная сцена. Ах да, чуть не забыл. Ты знаешь, Аза, у меня появились любопытные новости. Я ведь вчера все-таки разыскал Люсю. Отгадай, где она была? В лесу. Где? На пикнике. Эту сценку я, пожалуй, использую в пьесе. Это было так интересно. Дело ведь совсем не в этом. Я считаю полезным, когда люди узнают себя с экрана. Слушай, что тут у вас сегодня происходит? В соседнем павильоне съемка. Аза на площадку. А, иду. Еще этими подписями заниматься. Здравствуй. Привет. Ты знаешь, у меня идея. Вот. Неплохо было бы к финалу, когда Леночке уже 17. Читай. Залина? Ты узнала? Да, его зовут Мурат. Ага, спасибо. Буквально на днях списал с натуры. Встречался с Люсей. Да. Понимаешь, с девчонкой происходит что-то неладное. На занятия она не ходит. Какие-то сомнительные знакомства. Мне это нравится. Это обостряет проблему. Эгоизм родителей, как правило, заканчивается не мелодрамой, как у нас, а именно как здесь. Этого нам и не хватало. Принимаю. Наконец-то. Умару показывал. Ты знаешь, это наброски. Покажу, когда закончу. А как с Леночкой? Топчемся на месте. Может, я поговорю с ней? Мне кажется, она заиграет. Пожалуйста. Только перед съемкой. Хорошо. Все по местам. Приготовиться к съемке. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте. Леночка, представь себе, что Аза и дядя Роман никакие не артисты, а твои папа и мама. Аза – это твоя мама Зина, а дядя Роман – твой папа Мурат. Откуда вы знаете, что папу зовут Мурат? Знаю. И если ты скажешь слово «можно», тогда папа будет всегда с тобой. Это правда?
Ну что, вы готовы? Можно снимать? Пожалуйста, Леночка, ты уж постарайся. Кадр 67, дубль 12. Начали. Леночка, подойди поближе. Скажи, с кем ты хочешь жить? С папой или с мамой? И с папой, и с мамой. Видишь ли, это невозможно. Ты должна сделать выбор. Можно. 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 Молодец, Леночка. Умница. Стоп, снято. Можно. 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 Какой-то дикий день сегодня. Посидим. Мы можем, конечно, сейчас подняться ко мне. И все будет по-старому. Ты поплачешься. Я поглажу тебя по голове. Скажу, успокойся, милый. Все хорошо. Это так удобно иметь рядом такую. Аза, Не надо. Для тебя главное только одно. Скорее достичь цели. ты так думаешь? Да. И неважно, какими средствами. Ты в этом уверена? Ты еще и жесток.
ты. Не узнаешь? Я — это ты. Думал увидеть здесь рай, а тут пустыня. И создал ты ее сам. Стоило ли ради этого жить? Посмотри на меня. Пустота и одиночество. Вот твой удел. Во всем этом виноват только ты. Ты виноват. Нет, это становится уже невыносимым. Приехал. Здравствуй, отец. Интересно, кто чаще ездит друг к другу, ты или я? А ты что, был в городе? И не раз. Но никогда не заставал тебя дома. А вот ты за целый год приехал впервые. Боюсь, однажды явишься, а я уже буду там. Что за мрачные мысли, отец? Прости. Работа, сам понимаешь. Да, можно подумать, что на этом свете только ты один работаешь. И если ты перестанешь работать, земля не будет вертеться. Что с крышей? Ночью после грозы обвал был. Обычно камни сюда не долетают. Но один стервец все равно угодил в крышу. Да. Можно? Сколько раз ты карабкался на нее в детстве? Сколько шишек набил? Отец, возьми. Пригодятся. Конечно. Не этого мне от тебя надо. Мать вижу твою часто во сне. Наверное, скоро и мне пора туда же. Ты бы хоть женился, наконец. Сколько вокруг хороших девушек. Ты мне, наверное, уже и невесту присмотрел. Опять шутишь. Кто-то ведь есть у тебя сейчас. Вот и женись. Или всю жизнь проживешь бобылем. А куда торопиться, отец? Подожди. Наступит время. Спросишь себя. Да поздно будет.
Здесь совершенно невозможно работать. Эти райские места для безделья. Значит, жениться? Интересно, как бы повела себя Аза, если бы я сделал ей предложение. Аза, тебе не кажется, что мне пора жениться? Ух ты, вечное шутовство. Ты можешь серьезно? Могу, но мне это очень трудно. Это одно из странных качеств моей души, но женитьбе оно не помешает. Милый Заур, кто ж пойдет за тебя? Да есть тут одна. И отцу она нравится. Даже так? Кто же она? А ты не догадываешься? Кто изящнее всех будет снимать с меня на ночь мой шутовской колпак? А вот этого как раз не стоит делать. Простудишься. Она еще и смеется. Я еще подумаю, делать предложение или нет. Здравствуй. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуй, Резван. Я позвонил насчет лекарства. Сегодня же должны выслать. Спасибо, спасибо. Ну что ты, не за что. Да, ты не знаешь, где Гиго? Привет. Как? Ты ничего не слышал? Нет. А что случилось? Инфаркт. 2 дня как похоронили. Извини, меня ждет машина. Привет. Здравствуй, Зам. Вечно суетишься. Спешишь куда-то. По дороге, которой нет конца. И оглянулся путник. Неплохое название для новой вещи. И оглянулся путник. И увидел за собой пустыню. Пустыню, которую сотворил он сам. Слушай, что ты тут написал? По-моему, мы так... Не договаривались. Что-то я не совсем понимаю. Я просил смягчить некоторые моменты. Ты же пишешь новую сцену, которая... Обостряет проблему. Какая еще к черту проблема? У тебя тут какое-то моральное разложение на фоне природы. Так в том-то и дело. Безответственность родителей не только травмирует души детей, но приводит, как правило, к разложению их личности. Без этой сцены многое в спектакле останется недосказанным. Недосказанность не всегда недостаток. Умар, ты перестраховываешься.
А по-твоему, легко сидеть в этом кресле? Интересно, как бы ты себя повел, поменяйся мы местами? Что случилось, Заур? Ведь мы всегда понимали друг друга. Ну и что? Все, что мы делали до этого, было далеко от действительности. Приводило к фальши. Не думаю. Прости, но я против этой сцены. Мне очень жаль. Да. Это вы, Заур? Да, я. Извините за столь ранний звонок. Простите, а с кем я говорю? Это Фатима, Люсина подруга. Помните, вы приезжали к нам в училище? Мне сейчас позвонила Люсина мама. Люси до сих пор нет дома. Мать волнуется, боится, не случилось ли с ней чего-нибудь. И я подумала... А где она может быть? Думаю, там, где вы нашли ее в прошлый раз. Что это? Первое сильное чувство, когда человек теряет голову и перестает контролировать свои мысли и поступки. Или же это результат того, что мы называем безотцовщиной. Ну сколько вас можно ждать? Сейчас. Ты же говорил мне, что... Ну и что? Оставь меня в покое. Люся, ты куда? Люся! Подожди, Люся! Постой! Люся! Люся! Вы думали, я брошусь вниз? Как бы это было фальшиво, не правда ли? Как в ваших пьесах. Наверное, я неважный писатель. Да, неважный. Ничего. Ничего. Все будет хорошо.
Вот увидишь. Почему они вдруг решили сегодня снимать финальную сцену, когда еще так много работы с Леночкой? Правильный ли это будет ход? Но ведь именно надежды, да, надежды так не хватает для Люси и Леночки в пьесе. Поэтому они и не могут принять ее. Для них многое в ней неправда, хотя я так строго придерживался фактов. Успеть бы. Каждый из нас хотел чего-то добиться в жизни. Ты счастлив? Я вас часто вспоминаю. Не мучай себя зря. Значит, все забыть? Ты забыла? Хотя прошло уже 10 лет. Я все помню. Заканчивайте разговор. Прости меня, слышишь? Поцелуй Леночку. Алло, алло. Прошло 10 лет, вы ни разу не виделись. И вдруг мать звонит отцу в другой город, не у него ли дочь. Уже несколько дней, как она ушла из дому, ничего не сказав матери. Ну, снова упреки, взаимные обвинения. И дело тут не только в дочери. У обоих так и не сложилась жизнь. Ясно? Давайте репетировать. Вот так нормально. Добрый день. Привет. Хорошо. Здравствуйте. Привет, привет. Белла Умара. Он против сцены пикника. Ну, так и знал. А я на завтра назначил съемку. Ну, ладно. Снимем, а там видно будет. М? Репетируете финальную сцену? Да. Леночка заболела. Что? Она в больнице. Врачи говорят, невроз. Можно? Алан, прости, я в этой сцене кое-что переделал. Опять? Так. Погоди. Но тут же совершенно противоположная трактовка. А, впрочем... Разиня, куда смотришь? Не видишь, что ли? Для чего тебе глаза? Под брюхо подлез. Машины понакупят? Спасибо скажи, что вовремя затормозил. Предъявите ваши документы. Почему нарушаете? Послушай, я тебя не узнал. Я ехал к Леночке и не знал, что она не захочет со мной встретиться. Что ж, получить прощение только для того, чтобы обрести душевное равновесие. Ну что, начнем? Да. Тогда по местам. Ты готов? Внимание! Начали.
Алло. Аза? Да. Здравствуй. Ты? Да. Как Леночка? Почему ты молчишь? Где дочь? Ты пришла одна? Да. Я ведь хотел поздравить. Не забыл? Уже 17. Подумать только. Почему она не пришла? Что с ней? Она больна? Нет, нет. Что у вас случилось? Ничего. Но я же слышу по голосу. Леночке 17. В таком возрасте случаются маленькие трагедии. Что-нибудь серьезное? Как-нибудь переживем. Спасибо за звонок. Я ей все передам. Ты замужем? А ты женат? Да. 2 детей. Счастлив? Аза, я часто вас вспоминаю. Не мучай себя зря. Значит, все забыть. Ты забыла? Хотя уже прошло 10 лет. Я все помню. Ваше время истекло, Алло. заканчивайте разговор. Алло, Аза, Аза, прости меня, слышишь? Поцелуй Леночку. Алло, алло. Ну, поехали. Подожди. Аза.
Слышишь? Давай запишем. Давай. Мы не в ссоре? Опять видел этот сон. Что бы это значило? Умный в гору не пойдет. Вот это гениальная мысль. Я так и сделаю. Что мы делаем сегодня вечером? Как насчет маленького семейного ужина с ограниченным кругом приглашенных? М? По какому случаю? Закрой глаза. Зачем? На свете два явления не имеют границ. Это вселенная и женское любопытство. Закрой, закрой. Я прикинул, если мне суждено все время падать в пропасть, то веселее это делать вдвоем, не правда ли? Ты сумасшедший. Да, запомни это. Что бы ни говорила потом, что не знала, за кого выходила замуж. Хочешь, я всем объявлю об этом? Ты забыл об одной детали. А какой? Ты не спросил, что я думаю по этому поводу. Ну, мне кажется, я знаю. Это была бы формальность. Включи музыку. Я прикинул, если мне суждено все время падать в пропасть, то веселее это делать вдвоем, не правда ли? Нет, ты сумасшедший. Да. И запомни это. Что бы ни говорила потом, я не знала, за кого выходила замуж. Хочешь, я объявлю всем об этом? Ты забыл об одной детали. Какой? Ты не спросил, что я думаю по этому поводу. Ну, мне кажется, я знаю. Это была бы формальность. Что молчишь? Ты согласна? Чтобы в свою очередь ты не говорил, что не знал, на ком женился, прошу принять к сведению мои условия. Первое. С подобными формальностями в наших отношениях должно быть покончено раз и навсегда. Что еще? Второе. Ты немедленно сбриваешь эту ненавистную мне бороду. Бороду не трогай. И никаких возражений. Так, отдай кольцо. Я передумал. Пожалуйста. Счастливых полетов во сне. Орел-бородач. Да ты просто издеваешься надо мной. Я настоящий.
Привет, Алан. Привет, Заур. Ну что, пикник сняли? Сняли. Хочу тебя обрадовать. Съемки нашего спектакля остановлены. Умар? Да, Умар. А кто же еще? А как он получился, пикник? Ты знаешь, ничего. Бывают и у тебя просветления. Я думаю, что это будет одна из лучших сцен в спектакле. Мы там не перебрали? Нет, не перебрали. Можешь быть спокоен. Все вполне пристойно. А ты спокоен? Не думай об этом. Разве мы нафантазировали? Да. А Умар смотрел? Нет, не смотрел. Но то, что пикник снят, знает. Так что будь готов ко всему. Кстати, ровно через полчаса он нас ждет себя. Но если мое мнение для вас ничего не значит... Дело разве в чьем-то мнении? Вы ставите меня в неудобное положение. Ты прекрасно знаешь, Заур, что нарушение договорных обязательств влечет за собой серьезные неприятности, вплоть до расторжения договора. Я готов к этим неприятностям. Но ведь ты знаешь, что не каждое событие, случившееся в жизни, представляет интерес для зрителя. Да, знаю. Зритель должен относиться к героине с симпатией. Я думаю, что новый эпизод не мешает этому. А я думаю, мешает. Вопрос об изменении сценария будет решаться на коллегии. Ну что ж, я надеюсь, на коллегии разберутся. А как же быть группе? Монтируйте, озвучивайте, но без этого эпизода. Странно. Чем дальше в прошлое уходит случай с Леночкой, тем острее чувствуется моя вина перед ней. Не знаю, захочет ли встретиться со мной Леночка. Простит ли. Но она заставила меня понять одно. В юности мы виним за несовершенство мира окружающих. А с годами понимаем, что виновны в этом только мы сами. Я, кажется, становлюсь сентиментальным. А может, это не сентиментальность?
Если нет, тогда что же?